Здравствуйте, уважаемые участники. Я рад, что столько небезразличных наших активистов, которые хотят свою лепту внести, изменения, дополнения, принимать эту конституцию или нет. Конечно, вот тоже я был депутатом, я знаю, что функции Джоркингеш это принимать законы, изменения, дополнения и так далее. Ну, нигде нету ни одной статьи, что приостанавливает действие некоторых законов, некоторые пункты. Ну, приняли такое решение, все понятно, да? Но в то же время, для чего Конституция сейчас предлагается? Президент хочет стать суперпрезидентом, главой государства, который не будет отчитываться перед Джоркингешем. Вообще вопрос появляется, нужен ли Джоркингеш, который будет утверждать бюджет и не может спросить даже у правительства, как исполняется бюджетное законодательство. Сейчас, я считаю, не было вообще необходимости. Те, которые предлагают Садыру Джапарову, они медвежью услугу оказали. Сейчас физически нету, даже по календарю. Никак вы этот Джоркингеш не успеете принять. В течение месяца, если будет обсуждение, когда вы это сделаете? Историю, вот, повернитесь, пожалуйста, в 2007 году, когда мы были депутатом, у нас не было кворума Конституционной палаты. Я вам предлагаю, нынешние существующие депутаты, не утвердите состав в полном составе Конституционной палаты. И что будет? Никто ничего не сделает. Кроме этого, вы утвердите бюджет сейчас, самый выход. Запросите правительство, пусть принесут бюджет. Утвердите и уйдите. Все ли это партии, руководители фракций. Если вы уйдете, кто будет эту конституцию выносить? Кто будет заслушивать ее? Какой комитет это будет делать? Вам простой выход я предлагаю. Кроме этого, Венецианская комиссия полностью не поддерживает нашу конституцию. Вы поймите, сейчас Америка может отказать финансирование выборов президента. Евросоюз уже отказал. Евросоюз сказал, пока не будет нормального законного правительства, мы не будем контактировать с нами. Куда мы идем, уважаемые участники сегодня? Мы идем вообще в яму, мы стоим на пропасти нашего государства. Если вот это пройдет, вы представляете, президент, будучи главой исполнительной власти, он чихать хотел на этот парламент, он не будет никогда отчитываться. А как, зачем тогда Джоркингеш нужен, который потом будет утверждать? Мое мнение, нужно было, как сейчас, провести хотя бы вот то, что назначили Джоркингеша выборы, потом пусть президент, когда будет уже выборы Джоркингеша, тогда, может быть, и внесение изменений, дополнений нужно было. У кого власть есть сейчас? У президента. Чем? Генеральная прокуратура, да, и ГКНБ. Вот они рычаги для президента. И это они руководят. Да, у нынешнего президента нет власти достойной. Да, он не имеет законодательной инициативы, не может международных соглашений и так далее. Я предлагаю, уважаемые депутаты, пойдите по тому пути, который я предложил. Если вы сформируете Конституционную палату и считаете, что новая Конституция будет, вы будьте патриотами. Если что, уйдите с этой должности, вас никто не будет ругать, вас это все поймут. Ради блага, ради будущей нашей страны, пойдите на эти 2 шага. Спасибо за внимание.